Здравствуйте! В эфире новости. В студии Анжелика Мержоева. И коротко о главном. Дмитрий Медведев провел селекторное совещание с руководителями регионов. Строительство детских садов стало главной темой обсуждения. Ингушские актеры театра юного зрителя вернулись с гастролей. Вниманию зрителей Самары и Казани они представили спектакль «Красивая, как солнце». В Назрани стартовал чемпионат Северокавказского федерального округа по боксу. Победители выступят на первенстве России в Хабаровске. Строительство детских садов обсуждалось на селекторном совещании, которое премьер Дмитрий Медведев провел с руководителями регионов. В этом году на строительство дошкольных учреждений, помимо основных 9 миллиардов, выделено еще 50 миллиардов рублей дополнительно. Об освоении средств председателю правительства России докладывали участники совещания. Всего по стране в этом году построено 500 детских садов. Министерство образования и науки России проводит мониторинг строительства. В Ингушетии, чтобы решить проблему нехватки мест, необходимо построить более 250 детских садов. В республике строительство освоения средств идет по плану. Так, из перечисленных дополнительно денег, которые поступили в середине года, использовано уже почти 80%. Я знаю, что есть регионы, которые еще практически не расходовали деньги или расходовали относительно немного из того, что поступило. Понятно, что, еще раз говорю, деньги пришли не 1 января, но тем не менее необходимо все равно создавать задел и стараться как можно быстрее превращать полученные средства в строительные объемы, в детские сады, в конечном счете. Что-то можно в этом году построить, что-то, наверное, в этом году уже не успеть построить, но тем не менее стройки должны идти вовсю. Идем по плану. Нам необходимо до 256 детских садиков, конечно, это самая плачевная ситуация, наверное, в стране. В рамках подписанного соглашения и по дорожной карте до конца 2018 года составлены все проекты на общую сумму там, более 39 миллиардов рублей. Санитарное состояние населенных пунктов, развитие экономики и контроль за госработниками. Эти вопросы сегодня обсуждались на заседании Президиума правительства Ингушетии. Подробнее Муслим Ганиев. Особое внимание собравшихся вызвал вопрос о нарушении федерального закона, запрета приема на работу близких родственников. Так, в детском саду номер 6 на Назрани, куда ходит около сотни детей, официально зарегистрировано более 80 работников. Проведенная проверка показала, что директор детсада устроил на работу около 10 своих родственников. Юнусбек Евкуров дал распоряжение местной прокуратуре провести проверку, наказать тех, кто нарушил закон, и взыскать деньги, которые шли на зарплату работникам. Ну как так можно? Здесь я именно и по линии прокуратуры, вы будете курировать, я так понимаю, это направление. Здесь должно быть доведено до уголовного дела. И все деньги, которые там были потрачены на этих людей, мертвых душ в том числе, которые вообще на работу не ходили, должны быть возвращены. Здесь не просто снять, уволить, а вернуть деньги в бюджет. На контроль взять и вам, на контроль взять АБЭП, МВД, прокуратура, общий контроль. Понятно? Также на заседании обсудили проблему загрязнения окружающей среды. В частности, речь зашла о несанкционированных свалках. Проверка Санэпиднадзора нашла десятки таких случаев. Евкуров раскритиковал работу глав администраций населенных пунктов. Вот это дело, это все ваша неработка. Даже не его, не Дауда, не кому, это ваше. Вы не хотите ничего делать. Мы говорим про мусор на улице, на дорогах. Евкуров отметил, что необходимо создать полигоны для хранения мусора. Он поручил главам населенных пунктов до конца октября предоставить план об их строительстве. Мы говорили уже, что Назрановский свой полигон, в Назрановском районе 2 районных полигона, Карбулак свой, Сюнжский район свой, Малгобек свой, Малгобекский район. Так почему не делаете, я спрашиваю? Выработите, так, не знаю, заставьте делать. Кроме того, на заседании обсудили состояние фирменного поезда «Москва-Назрань». Проверка, которую провел лично глава республики, показала, что его санитарное состояние оставляет желать лучшего. В результате своих мест лишились 2 проводника, а председатель комитета промышленности и транспорта получил строгий выговор. Муслим Ганиев, Магомед Урусханов, Сулумбек Аздоев, Ахмед Чербижев. Новости 24. И в продолжении темы. Поезд Москва-Назрань, прибывший сегодня утром из столицы, встречали не только родственники пассажиров, но и представители власти. По поручению главы республики они проверили состояние состава. Поводом для проверки послужили многократные жалобы пассажиров на грязь в вагонах, плохое обслуживание и грубость со стороны проводников. Магомед Асканов продолжит.
Время прибытия поезда Москва-Назрань 6:50. На перроне жители республики с самого утра ждут своих родных и близких. Пассажиры фирменного поезда не ожидали, что среди встречающих будут и представители власти, курирующие транспорт в республике. По поручению Юнусбека Евкурова проверить фирменный поезд приехал и советник-помощник главы Ингушетии Мустафа Белохароев. После того, как вышли последние пассажиры, чиновники проводят обход каждого вагона. Хотя этот поезд формируется в Москве, и мы могли там, значит, запросить у Федеральной пассажирской компании России, чтобы и проводники, и начальник поезда были из Москвы. И это, естественно, фирменный поезд. Они нам должны были на первых порах показать, как мы должны, значит, содержать этот поезд и что мы должны делать. Но было поручение главы, чтобы, значит, проводникам и во всяком случае, значит, на первых порах совместно, чтобы, значит, мы были проводники из Москвы, и с нашей республики. Фирменный поезд между Москвой и Назранью начал курсировать почти год назад. Его запуск проходил в атмосфере большого праздника. Однако теперь много нареканий. Они касаются ненадлежащего ухода за пассажирскими местами и работы проводников. Произошло то, что мы не хотели бы видеть, значит, поезд наш становится, я бы сказал, на уровень, значит, не фирменных, а обычных поездов. Где наши обслуживают вагоны, там очень много нареканий со стороны пассажиров и населения нашего. Этот поезд считается самым современным в своем классе. Здесь доступна интернет-связь, подают национальные блюда. Причиной проверки состава послужила инспекционная поездка Юнусбека Евкурова. Тогда он назвал фамилии проводников, на которых жаловались пассажиры. В числе претензий халатное отношение к своим обязанностям, плохое обслуживание, грубость, грязь в вагонах. Узнав о жалобах, проводники поезда возмутились. Такого и не было. Я не знаю, чтобы кто-то на нас пожаловался. А как вы работаете? Если этот человек действительно хочет пожаловаться или у него есть какие-то вопросы, пускай придет сюда, непосредственно скажет, вот по такому-то вопросу вот такой-то человек и вот этот проводник, или там хамское какое отношение по отношению ко мне, или что-то такое было. Наш коллега со скрытой камерой проехал в 9-м вагоне, по которому поступали жалобы. Не объясняя ничего, ему предложили занять место не в том купе, которое было указано в билете. В самом вагоне бросается в глаза, что электрическое оборудование, расположенное возле раковины, уже сломалось, а в купе разбросан мусор. Совсем недавно эти молодые проводники проходили учебу в Ростовском государственном университете путей сообщения. Руководство Ингушетии посчитало важным привлекать к работе именно жителей республики, чтобы снизить безработицу. Однако некоторые из них такую заботу не оценили. Результат – увольнение 2 проводников, на которых поступали жалобы. С остальными провели разъяснительную беседу. Теперь такие визиты станут внезапными. По их итогам будут принимать кадровые решения. Магомед Асканов, Тимур Карахоев, Новости 24. В Ингушетии правоохранительные органы предотвратили серию терактов. В ходе спецоперации, которая сегодня проходила в Магасе, Икажево и Яндере, силовики задержали 4 человек, которые подозреваются в причастности к подготовке ряда резонансных терактов. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет. Их удалось убедить не оказывать сопротивления. Напомню, режим контртеррористической операции был введен с самого утра. Ранее силовики получили информацию о готовящейся серии терактов в дни празднования Курбан-Байрам. Проверено 7 адресов, где могли скрываться боевики или их пособники. Там обнаружено оружие и боеприпасы. Силами спецназа ФСБ и МВД в столице Республики Магасе, а также в населенных пунктах Икажево и Яндере были заблокированы 7 адресов возможного местонахождения бандитов. В ходе организованных оперативным штабом НАК переговоров удалось убедить не оказывать вооруженное сопротивление 4 жителей Ингушетии, которые в настоящее время задержаны и дают признательные показания. В Орджоникидзевском идет строительство гимназии, рассчитанной на 420 мест. Преимущество ее в том, что ребята будут учиться в одну смену. Сдать учебное заведение планируют до конца текущего года. На какой стадии строительства узнавала Фатима Кариева. Гимназия в сельском поселении Орджоникидзевском строится в рамках республиканской целевой программы модернизации образования. Учебное заведение рассчитано на 420 мест, будет состоять из 3 блоков. Помимо обычных классов, здесь будет хореографическая студия, мастерские, компьютерные кабинеты, медпункты. Есть и помещения для технического персонала лаборатории, созданные условия для детей с ограниченными возможностями. И главное, школьники будут учиться в одну смену. Сдача у нас планируется где-то в конце декабря.
Сейчас в данное время идут на всех этажах отделочные работы, работают малярные бригады. Делаем отопление, полы, вентиляция, электрика закончена, благоустройство вот делаем. До 2015 года республики должны построить 13 школ для решения проблемы нехватки мест. Это поможет уйти от обучения в 3 смены. Именно так 720 детей учатся в старой школе Орджоникидзевском. С появлением новой гимназии эта проблема должна решиться. Нам не хватает кабинетов. Здесь, значит, занимаются учителя в 2 смены. Даже есть начальная школа в 3 смен, 3-сменная работа учителей. Конечно, мы новую школу ждем с большим нетерпением и надеемся, что эта школа будет открыта в ближайшее время. Новая школа распахнет свои двери уже в декабре 2013-го. Фатима Кариева, Зухра Гамбердова, Рамзан Мержоев, Абдулла Кадзоев. Новости 24. На предприятии имени Суламбека Асканова идут работы по посеву озимых. Погода этой осенью благоприятствует работам. Завершить их планируется до конца октября. Подробнее Милана Хашагульгова. Почти целый месяц длятся посевные работы в государственном сельскохозяйственном предприятии имени Суламбека Асканова. У него 16 тысяч гектаров сельхозугодий. 9 тысяч отведено под посевы озимых. Пшеницей и ячменем уже засеяно примерно 3,5 тысяч гектаров. Проводятся в хозяйстве работы спашка зяби, обработка под озимых культур и сев озимых культур. Имеются разные сорта озимого ячменя, озимой пшеницы. Посеянная площадь озимого ячменя 1200 с 2 сортов. Озимая пшеница 2000 гектаров из 4 сортов. Имеются элитные семена, имеются и оригинальные семена. Предприятие использует для посева семена различных сортов, как привозные, так и местные. Задействовано 14 единиц техники. Рабочий день у механизаторов длится с 8 утра до 8 вечера. У нас работы начинаются с 8 утра, заканчиваем, до самого поздна работаем, до 8, бывает до 7. Ну, смотря как погода, работа идет отлично. Если такими темпами будем работать, скоро завершим. Уже много посеяли. Благодаря благоприятным погодным условиям у аграриев есть все шансы уложиться в оптимальные сроки и завершить посевные работы до конца месяца. После посева озимых работники уже будут готовиться к весенне-полевым работам. Милана Хашагульгова, Рамзан Мержоев. Новости 24. Ингушские актеры театра юного зрителя вернулись с международных фестивалей в Казани и Самаре. Вниманию зрителей они представили спектакль под названием «Красивая, как солнце» сербского режиссера Амелы Вучинович. Своими впечатлениями от гастролей артисты поделились с Мадиной Албагачиевой. Практически месяц наши актеры провели на гастролях. Они побывали на 2 международных фестивалях – Шамбай-фест в Казани и Радуга в Самаре. Этот выезд многое дал театральной труппе. Помимо массы положительных эмоций, артисты обзавелись новыми знакомствами с коллегами из других театров, в частности, из Франции и Турции. Многие из тех, кто раньше ничего не знал об Ингушетии, теперь хотят приехать в республику, чтобы познакомиться с ингушским народом и его обычаями. Мы повезли с собой в прошлом году поставленный новый спектакль сербского режиссера Амелы Вучинович «Красивая, как солнце». Это, ну, скажем так, мы впервые сталкивались с такой формой театра, теневая форма и плюс слайдовая такая, слайдовый видеоряд. Очень интересный был для театра, и поэтому, поскольку режиссер предложила именно такую форму спектакля, без слов, без текста, без ничего, только видеоряд по традициям, обычаям, обрядам ингушей. И вот нас это заинтересовало, мы поставили такой спектакль. Фестиваль в Самаре собрал 28 театров, в Казани – 18. Актеры Тюза Ингушетии считают участие в подобного рода фестивалях отличной возможностью повысить свой профессиональный уровень. И наши артисты, их 4 человека,
Цуроева Азамат, Хаутиева Дугурхан, Ульянова Радима и Тазов Атом получили диплом за лучшее хореографию, хореографическое мастерство. И, конечно, нужно отметить, что ребята настолько красивые и с такой самоотдачей работали на фестивале, что после того, как они отыграли спектакль и вышли на сцену, им долго аплодировали. Мы захватили всех своим темпераментом. И ребята, конечно, остались довольны. Наши актеры еще долго будут вспоминать эти гастроли. Эта поездка произвела на них неизгладимые впечатления. Да и они тоже оставили положительное мнение о себе и о республике в целом. Мадина Албагачиева, Юнус Цичоев, Новости 24. В Назрани стартовал чемпионат Северокавказского федерального округа по боксу участникам от 14 до 40 лет. В Ингушетии чемпионат проводится уже 3-й раз. За звание чемпиона федерального округа будут бороться около 50 атлетов в 10 весовых категориях. Магомед Измайлов передает с места событий. В ФОКе Назрани царила атмосфера мужского спортивного праздника. Болельщики, заполнившие трибуны ФОКа, сидели в ожидании начала соревнования по одному из самых зрелищных видов спорта. Организатором этого спортивного события, которое посвящено памяти первого героя Российской Федерации Сулумбеку Асканову, стало Министерство спорта Ингушетии. В прошлом году мы заняли первое общекомандное место, и в этом году мы надеемся, подготовка у них прошла очень хорошо. Провели сбор у нас в базе отдыха Мужичи. Спортсмены готовы на все 100%, посмотрим, как они здесь выступят. Но я уверен, что в командном зачете мы займем первое место. Судейство поединков будет обеспечивать команда из 16 судей со всех регионов Северного Кавказа. Главный судья соревнований Валерий Лаптев, заслуженный мастер спорта и судья международного класса. Главные изменения, наверное, касаются боксеров. У них разрешено боксировать без шлемов. То есть элита или взрослые боксеры будут боксировать без шлемов. А второе – это новая система судейства, где садятся 5 судей также, но только 3 по жребию. Результаты 3 судей берутся в зачет. Поэтому она такая спорная в общем-то, для нас, профессионалов, но тем не менее она принята, и мы с ней работаем. И сейчас на чемпионате СКФО тоже будет работать эта система. После завершения торжественной церемонии открытия на боксерский ринг вышла первая пара боксеров, выступающих в весе до 60 килограмм. Представителю Чеченской Республики Ашханову Бекхану противостоял ингушский боксер Абубакар Плиев, который в напряженном бою выиграл со счетом 2-1. Первый поединок, как обычно, сложный, тем более попал неплохой соперник, очень упертый. Но все равно подготовка за 3 месяца дала свой результат, я смог выдержать темп, поднять концовку и выиграть. Чемпионат продлится до 20 октября. Победители получат возможность выступить на первенстве России, которое пройдет в Хабаровске. Магомед Измайлов, Юнус Цичоев, Новости 24. На стадионе лицея Назрани прошла республиканская спартакиада, в которой принимали участие будущие призывники. Ежегодно Комитет по делам молодежи совместно с Министерством физической культуры и Министерством образования организовывают для них подготовительные мероприятия и проверяют их физическую форму. По каким видам спорта проходит подготовка, узнал Бекхан Хашагульгов. Соревнования между школьниками, чтобы проверить их готовность к военной службе, проводятся каждый год. На этот раз состязания проходили между школьниками Назрановского района. В них участвовали 5 команд, по 10 человек в каждой. В первом отборочном этапе определяют лучшие из всех представленных команд, а во втором, финальном, встречаются те, кто представляет свой район. Несет она в себе именно популяризация данных видов спорта, в которых соревнуется наша молодежь. А также целью является именно проверка физического состояния наших молодых людей, то есть тех, которые еще готовятся к службе в рядах вооруженных сил и уже считают себя готовыми. Соревнования проходят по 7 видам. Это подтягивание, 100-метровка, кросс, прыжки в длину и другие. Магомед Албагачиев – один из участников состязаний. В свои 16 лет он смог показать весьма неплохой результат. Я участвовал в дисциплине подтягивания, сделал 23 раза. Думаю, нормально получилось, но я еще не останавливаюсь. Хочу еще участвовать в кроссе на 3 километра. Я к этому подготавливался. Думаю, нормально, что получится. Среди всех участников чувствовался здоровый соревновательный дух и доброжелательное отношение друг к другу. Подобные спортивные соревнования пропагандируют здоровый образ жизни и подталкивают юношей к саморазвитию. Напомним, 29 октября пройдет финальный этап республиканской спартакиады. Победители ждут ценные подарки. Бекхан Хашигульгов, Адам Шибилов, Новости 24.
Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.